Selamlarım Gerta kanalın seyircilerine. Sabahınız hayırlı olsun. Komrat kasabasında Açık Kapılar Günü Uşak Yaratıcılık Evi'nde geçti. Yurtta payaldılar uşaklar, analar, babalar. Onlar tanıştılar çevrelerden angıları burada var. Yöneticiler misafirlere, öğrencilere gösterdiler masterclassları. Neyle meraklandırdılar herkesin kim bulundu bu güzel olayda. Sizi de teklif ederim. В Доме творчества муниципия Комрат каждый ребенок может найти занятия по душе, от эстетической гимнастики и шахмат до рукоделия и театрального кружка. Мне нравится делать какие-то подарки, что-то мастерить. Очень-очень нравится ходить в театральную студию. Мне здесь хорошо, мне здесь свободно, я себя здесь чувствую свободно. Вот. Хорошие друзья, хороший учитель. Хочу стать либо актрисой, либо психологом, но там уже как сложатся обстоятельства. Меня вообще сюда привел мой младший брат. Он тоже до этого ходил, и мне стало интересно. Я раньше не слышала о таком, мне захотелось так на пробу пойти, и осталось уже тут, получается, на год. Мне нравится тут коллектив, какой у нас есть, какие у нас тут ребята, все жизнерадостные, как с юмором, так скажем. Я сама как бы тут швея, я тут шью костюмы. Некоторым придумываю костюмы и дополняю к деталям. Общение с людьми, так скажем, потому что общение с людьми важно в социальном обществе, а также знакомство с новыми людьми. Ну и бояться не надо. Как бы ты выходишь на публику, ты уже привыкаешь, что на тебя смотрят люди, как бы, и не надо там дрожать или в обморок там падать. Я научилась здесь играть в шахматы. Учимся здесь. У нас есть здесь тетрадки, мы по ним решаем тоже задачи. Сначала я играл в шахматы как шашки, и пришел сюда и понял, как правильно в них играть. Я езжу сюда уже как минимум 2 года. Я здесь учусь, потому что меня этот кружок очень сильно заинтересовал. Я учусь его с 1 класса. Я занимала 3-е, 2-е, 1-е места и была в турнирах. Воспитанники осваивают народные танцы и вокальное искусство, учатся играть на гитаре. Я только вчера записалась, вот, и я уже знаю 2 аккорда. Я хочу тут научиться играть хорошо на гитаре, петь песни, выступать. Продолжать развиваться. Хочу уметь играть на этом инструменте, потому что это очень классно. Я пока не выступала, но мечтаю выйти на сцену. Большинство времени мы учим песни. Или с новенькими мы учим аккорды. Мы сейчас с вами послушаем, как Егор исполняет композицию, в которой присутствуют те аккорды, которые мы с вами сегодня изучали. Пожалуйста, огромная просьба. Давайте будем уважительно относиться друг к другу. И пока Егор будет играть, никто на гитаре играть не будет, мы будем слушать. После Егора сыграет кто-то другой. Сыграет кто-то. Маша сыграет. Все, отлично. Егор? Еще чуть-чуть звука дай. О. Прощай, привет. Прости, прощай, привет. Прости, прощай, привет. Сиренью проталин во дворе. Опять начинаешь играть, слушай, ну, читай тогда. Желтым светофором на углу.
Педагоги отмечают, что такие встречи помогают не только рассказать о возможностях Дома творчества, но и создать атмосферу доверия и вдохновения для будущих учеников. Шахматный кружок имеет три группы. 2 группы основные и 3-я группа подготовительная. Всего порядка 50 детей. Мы здесь учим игре шахматы. В первую очередь мы учим их думать, анализировать, творить, потому что за шахматной доской без творчества не получается. Конечно, шахматы – это и наука, и спорт, и искусство. И каждый раз надо детям об этом говорить. И я думаю, что с них получатся очень хорошие, может быть, не шахматисты сильные, но хорошие, порядочные люди и личности, это точно. Приглашаем гостей с других домов творчества к нам встречаться. Мы сами уже планируем выезжать. То есть надеюсь, что наша жизнь будет бурной и интересной. Мы даем им не просто играть, а заниматься так, чтобы они сами учились с литературой. Мы даем им домашние задания, они дома работают. Сейчас интернет, возможностей много. И в целом идет планомерный учебный процесс. В моем кружке порядка 20 детей. Я веду кружок игры на гитаре. То есть приходят детки, мы с нуля учимся с ними играть, разбираем песни, выступаем на различных мероприятиях, конкурсах. В этом году, допустим, 3 из 5 учеников, которые... Даже нет. 4 из 5 учеников, которые принимали участие в конкурсе, взяли призовые места. То есть это 1, 2, 3 и приз зрительских симпатий. Прогресс колоссальный, дети прекрасные, работать очень с ними легко, очень просто. Каждый особенный, каждый талантлив по-своему, и каждый ребенок показывает те или иные результаты. То есть есть детки, которые стоит услышать, и он уже сразу повторяет. Есть детки, у которых, допустим, нужно чуть больше времени на то, чтобы развить эту мелкую моторику, но потом со временем это качественный звук, это быстрый разбор, и то есть оно начинается всегда с огромным трудом, потому что привыкнуть к инструменту, тем более гитара — это инструмент все-таки сложный, особенно для деток более младших, но при всем при этом детки у меня трудятся, работают как пчелки. На самом деле, касаемо того, где планируем выступать, да везде. Мне бы очень сильно хотелось, чтобы мои дети в будущем или даже вот в недалеком будущем смогли выступать на разных площадках, чтобы они смогли играть разную музыку, использовать разные для этого приемы. То есть у нас обучение идет не только аккордами, также мы изучаем немножечко нотной грамоты, теории, табулатуры различные просматриваем. То есть мне хотелось бы, чтобы мои ученики были разносторонними в этом плане. Не могли играть только там аккордами или только нотами, а имели возможность поставить перед ними листочек с аккордами, сыграть с аккордами, поставить ноты, играть нотами. В целом вот такие планы. Атмосфера у нас дружеская, очень стараюсь быть с ребятами на одной волне. Мы очень много шутим, смеемся, бывает иногда, что ссоримся, ну, как и в любой работе. Мы как один огромный организм, один большой коллектив. И на самом деле чаще всего говорю: мои дети, это мои дети. И очень радостно от того, что дети приходят, они интересуются. Есть кто ходит уже год. Есть дети, которые приходят, начинают заниматься, и со временем привыкаешь в любом случае к ним. Сегодня у нас очень большой праздник, День открытых дверей. Но это не значит, что мы другие дни закрываем свои двери и не принимаем никого. Это просто сегодня чисто символическое название, День открытых дверей, чтобы к нам пришли новые дети, чтобы к нам пришли родители, чтобы они смогли увидеть, насколько дети здесь талантливы, насколько здесь дети занимаются творчеством. У нас в Доме творчества сохранился костяк
детей, которые к нам ходили. Они занимаются творчеством уже много лет, с 18 года. Многие дети посещают кружки. Конечно, открывается каждый год, я стараюсь открывать новые кружки по запросу родителей. Но у нас работает, вот, как я и говорила ранее, у нас работает 3 отдела. Художественный отдел, сюда входят кружки танцевальные, вокальные, значит, танцы у нас разные, современные. В этом году бальные танцы мы открываем. В прошлом году у нас работал латиноамериканский танец. К сожалению, преподаватель уехал и не будет уже. В этом году открываем бальный танец. Потом открываем в этом году еще новый танец хип-хоп. Очень многие дети хотели этот кружок, и родители просили. И вот мы нашли преподавателя, и будем открывать новый кружок хип-хоп. В общем, в этот отдел входят все кружки, дети, которые занимаются художественным творчеством. Дальше второй отдел – это декоративно-прикладной отдел. Сюда входят тоже очень много кружков, которые дети занимаются ручной работой, делают руками все. Это вязание крючком, из-за-нить, мягкая игрушка, рисование, разные. В общем, у нас очень большое количество. Я не смогу сейчас все вам перечислить, потому что их более 50 этих кружков. Если родителям интересно будет, пожалуйста, приходите к нам. Можете подойти, и мы вам расскажем подробно, какие кружки работают, и ваших детей тоже покажем в кружках, как дети работают, чтобы дети ваши могли увлечься и прийти к нам, как новенькие. Значит, занимается у нас, насчитывается около 800 детей. Мы набираем еще в этом году, вот до 15 сентября у нас еще идет набор, но близко к 800 уже мы подошли. Работают у нас более 50 кружков уже, групп, имею в виду. И, в общем, и еще один отдел, который у нас, я пропустила, работает, это спортивный отдел. Туда входят шахматы, гимнастика. Туда очень большое количество детей тоже ходит. Не раз нас показывали. Вы знаете, как мы работаем, как работают наши гимнасты, как они завоевывают всегда призовые места. Но кроме того, что дети наши ездят на соревнования, у нас и 1 июня мы показывали свои работы, насколько дети наши творческие, какие красивые работы они своими руками делают. Это они вырезают, они клеят, они шьют, они вышивают. В общем, те дети, которые хотят этим заниматься и имеют желание, вот они свое творчество развивают у нас в Доме творчества. Ну, Дом творчества наш, это не только значится как дом. Здесь дети развиваются творчески. Сюда приходят дети, которые хотят чем-то заниматься, хотят творить, хотят и не только творить. В принципе, дети к нам приходят еще для того, чтобы общаться, для того, чтобы дружить, для того, чтобы заводить новые знакомства, потому что сюда ходят дети с разных школ, и они знакомятся, они дружат, и расширяют свой кругозор здесь. В общем, творчество полным ходом идет. Хочу пожелать всем ребятам, которые придут в этом году, в этом учебном году в наш Дом творчества, чтобы они оставались, радовали нас так же, как и в прошлые годы, своим творчеством, своими талантами, чтобы радовали нас, чтобы мы и так радуемся их успехам. И хочется пожелать и родителям сказать спасибо, что доверяют нам детей своих, потому что не везде доверяют детей. Педагогам нашим хочу сказать тоже, что спасибо за то, что они любят детей, что они делятся своим талантом с детьми, показывают им все, что они умеют, обучают этому и детей своих. В общем, желаю успехов, чтобы каждый ребенок стал
придя в наш Дом творчества, чтобы он стал или актером, или танцором, или гимнастом, кем угодно. Вот что ему захочется по душе, вот, чтобы он развивался, чтобы он чувствовал себя счастливым. Кто-то зажигает огни, кто-то остается в тени. Посмотрите все на нас, мы живем здесь и сейчас. Если хочешь с нами, начни. По клавишам мы идем к вам, но там пеклом напиши. Будь самим собой, будь самим собой. С Гагаузией в сердце живите, сохраните в душе всю память о ней. Новый глаз опускает прям звездам скорей. За мечтой, за своей мечтой. И кто еще кто-то за победой спешит, кто-то дома к креслу пришит. Для тебя всего главней подниматься на волне, с нами окунись в эту жизнь. По клавишам мы идем к вам, но там пеклом напиши. Будь самим собой, будь самим собой. Гагаузией в сердце живите, сохраните в душе всю память о ней. Новый глаз опускает прям звездам скорей. За мечтой, за своей мечтой. И крыши Организаторы говорят, что День открытых дверей стал праздником творчества, общения и новых открытий для детей и их родителей. Adımlar sizinle birlikte saygılı seyirciler, yeni güne programımızda ilerlediyoruz. Lafayette Gagauzca 5 yarışmanın çıkışları yapıldılar. Bu yıl yarışmaya 60 uşaktan ziyade katıldılar. Büyük sevinmelikten isterim açıklayayım, hani yarışmak halklar arası uğruna çıktı. Казая күйінде yaşayan Кылчык айлесінде гагаuz дили yön planda bulunur. Kardeş, kız kardeş Arif hem Sevin Lafayette Gagauzca yarışmasına 5 yıl sıra vardır katılırlar. Uşakların anası Olga nişanlar, ani sevgi ana diline, ana babadan çekilir. Buraya toplandı bugün Gagauz dilini, ana dilimizi seven uşaklar. Ama uşakların sevgisi ana diline elbette gelir, anadan babadan. Onun için ben bugün ilkin kutlayırım. Ana babaları, hangileri çetin karakter tabiatı var, kullanma hem uşaklara verme, ilerletme Gagauz dilini. Lafayette Gagauzca 5 yarışmasına bu yıl katıldılar. Dilsade Gagauziyadan uşaklar ama Rusya'da yaşayan Türk dilli milletlerin evlatları da nişanladı. Yarışmanın kurucusu Güllü Karanfil. Biz çalıştık maksimum bulma o uşakları kim laf ediyor. Ama ne yazık
yazık ki burada da görüyoruz hani arada uşaklarla analar Rusça'da da artık alışmışlar öyle olmalı ama uşaklar laf ediyorlar bu uşaklar da oradan da. Sanırım hani bu uşakların sayısı lazım zedelensin. Hem de tabi diş isterim söyleme bu yıl Lafet Gagavuşça halklar arası bir aksiyon oldu. Onun adını koyduk Türkçe Söyle. Niçin Türkçe Söyle dedik? Çünkü Türk halkları Rusya'da çok Türk halkları var bilirsiniz. Onların da dilleri kaybediyor. Onların da uşakları bizden beter laf etmiyorlar. Ona göre biz yaptık. Kırım Tatarları katıldı. Karaçaylar, Balkarlar katıldı. Kumuklar katıldı. Yakutiye katıldı. Hem de Sibir Tatarları katıldı bu aksiyaya. Bizden 30 uşaksa onlardan da 55 uşak katıldı. Toplam 85 uşak katıldı bu aksiyaya. 85 uşağın arasında 40'ı Gagauz aileleri uşaklarıydılar. Onların arasında seçildiler 30'u. Onlar kim ailede Gagauz dilinde laf eder. Her bir uşak ödüllendi hem bağışlandı. Destek bu uğra Türkiye devleti dostlarından geldi. Burada Türkçenin çok güzel bir şekilde aslında öz Türkçenin konuşulduğunu görmek bize ayrıca mutlu etti. Biz de bu projeye işte çocuklarımızın gelecekte Gagauzca ana dilini aslında öz Türkçeyi daha da ileriye taşımaları için biz de elimizden geldiğince küçük bir destekte bulunmak istedik. Gagauzlara çocuklarına bu Gagauz ana dilini özellikle ev içerisinde ve kendi sohbetlerinde kullanmalarını ve Gagauzca'yı çok daha ileriye taşımalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü gerçekten insanların öz dillerini konuşması çok güzel. Sadece Gagauzca'nın son derece düzgün, doğru ve ısrarla konuşulmasını istiyorum. Arada başka dil olmasın. Şeyde konuşmamda yaptığım gibi dilini kaybeden milletler milliyetini, benliğini de kaybederler. Tarih bunun örnekleriyle doludur. O bakımdan son derece dil çok önemlidir. Gagauzca'ya sevgilisi gibi sarılsınlar. Onu tavsiye ediyorum, onu istiyorum, onu rica ediyorum. Yarışmanın kurucusu nişanladı hani bu olay verdi kolaylık değilse deyin iyilerini ayırma. Ama başkalarına da Gagauz dilini öğrenme hem Gagauzca laf etme, ihlam verme.